для того, чтобы она была максимально схожа с оригиналом газеты, она была распечатана на финской бумаге. Вот она такого же желтого цвета, и по плотности она тоже соответствует оригиналу. Это жемчужина крымско-татарской библиотеки имени Исмаила Гаспринского газета «Терджиман-переводчик». Хоть и копии, но собраны почти все номера легендарного издания. «Терджиман» была первой частной тюркской газетой не только в России, но и на всем мусульманском Востоке. Она издавалась 35 лет на двух языках – русском и крымско-татарском. В фокусе внимания были самые злободневные темы жизни коренного народа. Эта газета была путем переговоров получена нами из фондов Российской национальной библиотеки в электронной версии, после чего Министерство культуры Крыма предоставило нам финансирование для того, чтобы мы могли распечатать его на бумажном носителе. В фондах библиотеки хранятся все номера не менее важной для крымских татар газеты «Ленин Байрагы. Знамя Ленина». Она жила в разные века, сменила несколько названий. Была и остается живой энциклопедией языка, литературы, фольклора, драматургической и сценической истории. Не было такой крымско-татарской семьи, где бы не выписывали «Ленин Байрагы». Она вместе с народом пережила все тяготы депортации. А затем вернулась на родину и уже здесь восстановила свое историческое название «Яны Дунья». Это единственная в мире газета, которая полностью издается на крымско-татарском языке. В фондах библиотеки хранятся редкие и особо ценные книги, а также рукописи и справки. Эти дублетные издания были вывезены из Крыма в мае 1944-го и вернулись на родную землю лишь спустя полвека. До этого они хранились в Российской государственной библиотеке. 2000 книг и учебников. Большая часть интеллектуальной собственности нации до сих пор находится в Москве. География, биология, труды были бұрын. География, биология, даже есть учебник по трудам. Есть также издания крымско-татарских, русских и зарубежных классиков. Они на латинице, арабице и кириллице. Сейчас совместно с медиацентром имени Исмаила Гаспринского ведется работа по переизданию этих ценных книг и учебников. Некоторые из них имеются в единственном экземпляре в Крыму, что накладывает особую ответственность за их сохранность для будущих поколений. Это огромная работа. Делается это для того, чтобы книги сохранить в хорошем состоянии. Поэтому и издаем новые, чтобы наши читатели могли ими пользоваться. На сегодняшний день в фондах Республиканской крымско-татарской библиотеки имени Исмаила Гаспринского около 64 тысяч книг. В основу легла личная библиотека и архив ученого-языковеда Басыра Гафарова. Затем, словно кирпич за кирпичиком, как при строительстве дома, фонды пополняли по 1-2 книги соотечественники. И те, кто живут в Крыму, и те, кто за рубежом. Здание библиотеки – памятник архитектуры. Его построили в 1905 году. Здесь располагалась Мектебе Руждие светская школа. Известно, что в этой школе учились поэты Абдулла Летифзаде и Амди Герайбай. Есть сведения, что и сам великий просветитель Исмаил Гаспринский работал здесь некоторое время. После 5 лет работы школу переоборудовали в медресе, но ненадолго. В 1917 году после февральской революции школа возобновила свою работу, но уже через 13 лет ее полностью закрыли. А в здании разместились различные учреждения, далекие от образования и культуры. Так продолжалось до начала 90-х. Вот уже более 30 лет здесь находится библиотека. Фонды ежегодно пополняются, катастрофически не хватает места. Кроме того, на базе библиотеки работает центр чтения Чохрачех. Здесь с малых лет детям прививают любовь к книге и чтению на родном языке. А на занятиях по обучению навыкам игры в шахматы детей учат самостоятельно думать и принимать решения. Из-за пандемии сейчас занятия проходят онлайн. У нас уже мало места для книг. Они плотно друг к другу располагаются на полках. Это нам мешает и в работе. Если у нас во дворе построят еще одно здание, то наши проблемы были бы решены. В Министерстве культуры о проблеме знают. Статус здания как объекта культурного наследия накладывает определенные ограничения. Сейчас рассматривают несколько вариантов. Здесь, в принципе, есть скрытые резервы, которые при наличии современного оборудования и нормального ремонта можно использовать и расширить. Но надо понимать, что мы не стоим на месте. Если раньше библиотека была 8 тысяч единиц фонда, то теперь это 64 тысячи. Конечно же, мы должны рассчитывать на большее. И капитальное здание – это то, что будет необходимо рано или поздно в любом случае. Новое здание – новые возможности. Это понимают и в Министерстве культуры. Окончательное решение примут уже летом. В случае строительства дополнительного здания рассмотрят 2 варианта – модульное либо капитальное строение.